Сегодня в ролике ты найдешь десятку лучших игр с открытым миром для своего телефона или планшета. И только новинки. И всем привет, братюни-сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайк. Ставь лайк, если хочешь больше топов. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Ну а перед началом ролика... У друга есть для тебя новости. Недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. 3 причины почему. Ark Ultimate — это необычная игрушка про выживание в открытом мире. И нет, это не Ark 2, но тут тоже можно приручать тираннозавров. Первая причина — это открытый мир. Здесь есть джунгли, горы и динозавры размером с автобус. И да, ваш телефон не расплавится, ну или почти. Причина номер 2 — выживание, стройка баз, собирание ресурсов и главное, не дайте себя съесть. Причина номер 3 — это мультиплеер, где можно играть с друзьями или врагами, кому как повезет. Главное, не доверяйте соседу с топором. Из забавности, если бы динозавры были реальными, Ark, скорее всего, был лучшим симулятором, как не стать их закуской, ну или хотя бы тренажером для бега. И в целом, если вы любите вызовы и мечтали о парке юрского периода в телефоне, это именно то, что вам нужно. Ура, я тебя нашел! Ура, теперь ты с нами. Держи печеньку за старание. И добро пожаловать! Это прикольный порт Ассасина на наши телефоны. Здесь есть паркур, стелс. Все начинается с Багдада. Бегайте по крышам, устраняйте цели и ныряйте в стога сена. Сюжет погружает в интересную эпоху. И да, тут нет микроплатежей за скрытый клинок. Как по мне, это уже плюс. Сюжет игры разворачивается за несколько десятилетий до событий Вальхаллы и рассказывает о трансформации главного героя Басима. Это история его становления, где он проходит путь от уличного вора до профессионального наемника. На этом пути Басим получает наставления от своего ученика, которое помогает ему овладеть искусством ассасинов и развивает его навыки. Кстати, вот есть мысли. Если бы Альтаир, например, был бы блогером, его шорты были бы про что? Про паркур или как прыгнуть с высоты и не сломать ноги? А если вы любите интересные истории, то эта игра точно вам понравится. Но, как и всегда, есть нюанс. Она доступна только для Apple девайсов. На андроиды верим, ждем и надеемся. Это наша личная стройплощадка в кармане. Здесь вы начальник, рабочий и иногда жертва падающих кирпичей. Стройте дома, мосты и даже целые города. Управляйте кранами, экскаваторами и грузовиками. Да, это сложнее, чем кажется, особенно когда экран телефона небольшой. Физика на уровне. Если уроните бетонную плиту, придется начинать заново. Это как Tetris, только в 3D. А к особенностям игры можно отнести 80 видов транспорта, реалистичный вид из кабины и несколько игровых режимов. И если вы мечтали стать строителем или просто любите ломать, то есть строить, то эта игрушка вам точно понравится. Если выбирать между Форзой и CarX, ну это как выбирать между Феррари и Корчем, но я бы, наверное, выбрал заряженного Корча. А если говорить об игре, это дрифт в чистом виде. Тут нет полиции, штрафов и реализма, только асфальт, дым от колес и безумный дрифт. Физика настолько скользкая, что кажется, будто машины ездят на масле. Ну и как по мне, это и делает дрифт идеальным. Выбирайте режимы игры: компания, сетевая или свободная езда. В компании вам будут даваться разные задания. Например, прокатиться по заданному маршруту, не повредить автомобиль, ну и так далее. Выполняйте задания в заездах. Вам будут даваться призы в виде запчастей, разного тюнинга и многого другого. В целом очень круто, поэтому советую поиграть. Пожалуйста, передай привет Данилу. Данил, привет тебе! Кстати, если тоже хочешь попасть в ролик, пиши интересный вопрос, ну или просто передавай привет.
Тут у нас действие происходит в научно-фантастическом мире, в котором вы управляете одним из немногих выживших после инопланетного вторжения. Исследуйте футуристический мир, сражайтесь с врагами и используйте любые методы для выживания. Охотьтесь, собирайте ресурсы, готовьте еду, очищайте воду и следите за своими физическими показателями. Создавайте полезные предметы, снаряжение и транспорт, стройте убежище для укрытия. Одно из главных достоинств игры является интерактивная кинематографическая составляющая, поскольку сюжет подан так, что если бы это был фильм, ваша миссия — исследовать мир в поисках ресурсов, которые позволяют вам выжить, уничтожить при этом всех врагов, встретившихся на вашем пути, будь то инопланетяне или враждебные люди. Для этого есть полная свобода. Еще одна сильная сторона этой игры. И вообще, тут возникает вопрос, почему все жители деревни едят грибы с пола. Вы врач, алхимик, лечите болезни, варите зелья и пытаетесь не отравить пациентов. Сюжет игры повествует о жителях сказочного королевства, которые не признают медицину остального мира. Они используют традиционные способы лечения. В один прекрасный день дочь мэра заболела, и знахарка не смогла ей помочь. Ради спасения невинной жизни было принято решение отправить одного из лучших химиков на поиски лекарства. Именно за него и предстоит играть. Постепенно развивая сюжетную линию. Спасите город, раскройте тайны, ну или хотя бы не покалечьте пациентов. А вот болеют, наверное, не потому, что едят с пола. Не? Необычно, прикольно, советую. А это у нас продолжение игры с большим парком крутых авто, открытым миром и заездами в реальном времени. Тут можно парковаться, гонять и тюнинговать тачки. Физика, ну, знаешь, как, наверное, в мультах. Машины прыгают, крутятся, ну, иногда взрываются. Мультиплеер тут прикольный, обгоняйте друзей и угорайте над их парковкой на крыше. Так как перед нами продолжение симулятора парковки, то большую часть времени мы будем парковать транспортные средства в специально отведенных для этого местах. Делать это нужно как можно аккуратней, стараясь ничего не задеть. В противном случае придется проходить миссию заново. Еще тут довольно большой открытый город, где можно погонять на разных тачках. Тут есть даже Приора, Семерка, ну и вообще русского автопрома довольно много. И что в итоге? Если вы любите хаос на колесах, то вам точно понравится. Ты что-то озвучивал? Голос знакомый. Может быть, я твой внутренний голос, который все время говорит: еще один видос и спать. Подумай над этим. Это довольно прикольная игра, что-то типа Атаки Титанов, но вы вместо Эрона просыпаетесь в мире, где все разрушено, и ваша задача не дать ему развалиться окончательно. И да, тут тоже есть гигантские монстры. Вы ровер, воин с амнезией и крутыми способностями. Исследуйте пустоши, где люди пытаются выжить, а враги, ну, они просто хотят вас съесть. Сюжет — это микс драмы, тайн и вопросов, а боевая система — драться мечом, магией и даже стволами. Прокачивайтесь, чтобы ваш удар был сильнее, а побег быстрее. Да, тут можно быть ниндзей, магом или тем, кто вечно путает кнопки и делает комбо из всего. А если говорить про открытый мир, локации тут довольно большие. От заснеженных гор до ядовитых болот. Придется искать артефакты, выполнять квесты, да и графика тут прям кайф. Интересно, если бы этот мир был квартирой после вечеринки, то мы с тобой были бы тем самым другом, который пытается все прибрать. И если вам нравится аниме и эпичные битвы, то советую поиграть. Это что-то типа GTA. Тут можно грабить банки, устраивать погони, ну и знаешь, просто постоять в пробке, как в реальной жизни. Хотите стать королем улиц, грабить магазины, хотите тихим снайпером, который выносит боссов из тени, а можно просто кататься на тачке и слушать радио. Тут есть ПВЕ-миссии, ограбление, секретной операции и даже убеги от полиции, пока твой друг кричит в микрофон. Также забавные ПВП. А еще наш персонаж — это холст. Можно сделать бандитские косухи, до розовых волос с пирсингом. Да, тут даже татуировки влияет на уровень крутости. Любите творить хаос, свободу и хотите почувствовать себя боссом преступного мира? Это все тут. А пока игрушка доступна только в Аргентине. Если не втерпешь, ты знаешь, что делать. А все остальные пока ждем глобальную версию. Это постапокалипсис, мутанты и да, выживание. Тут даже зомби будут завидовать вашему луку. Стройте базы, сражайтесь с чудовищами, ищите ресурсы. Мир рухнул, но вы — последняя надежда. Ну или хотя бы тот, кто умеет крафтить топор из палок. Кстати, если бы Рик из «Ходячих мертвецов» играл в это, его знаменитая Карл тут точно было бы к месту.
Но это у нас как обычно бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Тут вы сможете играть в роли вора, полицейского, ну или гангстера. Это опять что-то типа GTA, но при этом это самобытный продукт. То есть Gangster Vegas, помнишь, это вот новая часть, которая должна выйти вот прям скоро. Выглядит очень круто, поэтому ждем. Ну а меня звали как всегда Лайт. Ставь лайк, а также смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока.